Вы смотрите актуальное интервью в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. 16 декабря изменились маршруты исследования общественного транспорта в Якутске. Временно исчез из транспортной системы столицы автобус номер 8. Как теперь можно передвигаться по городу? Поговорим об этом и не только. Гость студии Эдуард Садовников, руководитель МКУ «Городская транспортная служба». Эдуард Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Вот какие автобусы взяли на себя маршрут номер 8, ну и как у нас вот сейчас изменилась схема движения автобусов? Прежде всего, тут хотелось бы отметить, что та ситуация, которая возникла по городскому 8 маршруту, связана прежде всего с постепенным пассажирооттоком по данному маршруту. И также здесь есть факторы, сыграли такие, как отсутствие водительского состава на данном маршруте, которые могли бы нормально осуществлять движение автобусов, да. И, соответственно, та нагрузка, которая имеется на данном маршруте, легла на оставшихся водителей. Водители работали у нас практически на износ, без выходных, в связи с чем нами было принято оперативное решение о временном приостановлении данного маршрута, поскольку и от жителей города Якутска в наш адрес поступало многочисленное количество обращений, связанных прежде всего с длительным ожиданием автобуса, несоблюдением интервалов движения автобусов и многое другое. Мы понимали прекрасно, что сейчас ударили уже морозы в городе Якутске, и та ситуация, которая возникла, требовала оперативного вмешательства. В связи с чем 16 декабря нами принято решение о приостановлении данного маршрута и изменении схемы движения практически параллельного маршрута, это маршрута номер 16, который практически двигается параллельно с данным маршрутом. Изменение коснулось именно в части заезда данного маршрута на улицу Лонгинова, то есть это именно тот район, в который заезжал городской маршрут номер 8, и более на данный район не был, и не обслуживается никаким из городских маршрутов. Поэтому мы исходили из того, прежде всего, что мы не можем бросить на данном направлении население, жителей, пассажиров. Поэтому приняли такое решение, чтобы 16-й маршрут заезжал на данную улицу. 18 уже декабря мы проверили движение автобусов номер 16 по новой схеме, посмотрели заполняемость автобуса, интервалы движения автобусов. В принципе, все было в пределах утвержденных норм. Значит, интервалы движения были около 10 минут. Также мы добавили и усилили на 16-й маршрут часть оставшихся автобусов из 8-го маршрута, тем самым увеличили количество единиц техники на данном маршруте. В четверг у нас, значит, возникла такая ситуация, да, понедельник, вторник, среда у нас ситуация была неплохая, но в четверг настигла пиковая обстановка, когда 16-й автобус прибыл уже заполненным с района ДСК, в связи с чем мы сократили еще на 2 минуты интервал движения, оперативно в четверг, интервал движения автобусов до 8 минут. Сейчас эта проблема решена, автобусы двигаются в нормальном режиме, заполняемости практически нет, утренний час пик. Что касается второго района, куда ранее осуществлял движение только именно 8-й городской маршрут, это район речного порта, также к нам поступали очень много обращений по интервалам движения, с длительным ожиданием автобуса, в связи с чем нами было принято решение об изменении схемы движения автобуса номер 1, который ранее осуществлял движение с паромной переправы остановки по улице 50 лет Советской армии до района ДСК. Теперь, значит, 16 декабря конечная остановка у нас находится в районе речного порта. При этом мы также усилили данный маршрут новыми автобусами большого класса марки КВЗ муниципального предприятия ЯПАК. Сейчас ситуация нормализовалась, автобусы ездят, двигаются в пределах утвержденных норм, длительных ожиданий не имеется, заполняемости тоже.
Ну, то есть это основные изменения касаемо вот маршрутных автобусов, да? То есть пока что временно приостановлен маршрут номер 8, добавились автобусы на 16-м маршруте, изменился интервал движения из-за их на улицу Лонгином. Пока что это все основные изменения, да? Но вот ранее планировалось разгрузить проспект Ленина после реконструкции. Вот какие маршруты у нас сейчас двигаются по проспекту, а какие теперь уже не двигаются по главной улице столицы? Да, действительно, ранее планировалось и планируется разгрузка центральной части города Якутска, именно проспекта Ленина. Это у нас обусловлено разработанной научно-исследовательской работой по новой маршрутной сети, которую мы начали в прошлом году, закончили в этом году весной. Мы получили независимую экспертную оценку по данной работе. Значит, сама из себя работа представляет полностью изменение схемы движения автобусов, это и всех городских и пригородных маршрутов. Значит, да, в рамках данной работы у нас предусмотрены несколько видов автобусов. Это магистральные автобусы, это городские автобусы, это подвозные автобусы и пригородные автобусы. И как раз-таки вот вы сказали о том, что мы планировали разгрузить. Как раз-таки мы планируем разгрузить тем, что мы хотим запустить на основные артерии города, основные дороги, именно только магистральные дороги, магистральные автобусы, то есть это автобусы большого класса вместимостью до 90 и 125 человек. И тем самым по данным улицам будут двигаться определенное количество только магистральных больших автобусов. А не как сейчас, когда сейчас двигается очень много и автобусов малого класса, тем самым и у нас имеются заторы и так далее. Да? И тут хотелось бы отметить, почему именно сейчас мы приняли решение запустить все автобусы именно по старой схеме. Да? Сейчас у нас по проспекту двигаются 16 городских и 3 пригородных маршрута. Да? Изначально мы запускали 15 городских и 2 пригородных, но вот на прошлой неделе буквально мы изменили пару маршрутов, добавив туда пригородный 109 маршрут, курсирующий из Жатая, потому что жители очень просили именно движение автобуса до проспекта Ленина, чтобы им было удобно добраться до центра города без пересадки. Мы изменили схему движения 5-го маршрута, который Сорджоникидзе начал осуществлять движение по проспекту Ленина. И перекинули, значит, автобус номер 18 обратно на Пояркова. Так как он ранее 2 года двигался по улице Пояркова, уже устоялся пассажиропоток у него определенный, люди уже очень привыкли за 2 года движения данного автобуса, поэтому также к нам обращались в наш адрес, как и руководство данного маршрута. Вот не так давно, да, мэр столицы Евгений Григорьев озвучил мысль о том, что проезд в общественном транспорте за наличный расчет может вырасти до 50 рублей. Вот по какой причине, да, ожидается увеличение стоимости проезда за наличный расчет? Ну и вообще касаемо политики, да, ценообразования стоимости проезда в общественном транспорте, вот как она разрабатывается, как вы над этим работаете? Ну, в целом здесь необходимо понимать, что те нынешние реалии, в которых мы проживаем, да, сейчас в условиях санкций, да, это и факторы, которые сыграли на логистику, да, на удорожание топлива, на удорожание запасных частей, товаров и так далее, на автобусы. Здесь приводится очень много экономических факторов, связанных с этим, да. И прежде всего, в целом, да, удорожание здесь будет у нас именно за наличный расчет, поскольку мы в дальнейшем планируем полностью перейти на безналичный расчет. Это нам позволит более прозрачно анализировать пассажиропоток, потому что не очень удобно и невозможно отследить, если человек оплатил за наличный расчет, сколько именно людей проехало на том или ином автобусе, да, тем самым обследить пассажиропоток объективно. Поэтому в этой связи мы постепенно здесь тариф именно за наличный расчет, он постепенно все равно будет дорожать. Но также останутся доступными это оплата по карте, да, это есть транспортные карты специальные, где тарифная сетка очень хорошая и цена очень низкая. Ну вот известно также о том, что у нас изменится место базирования автовокзала, и будет у нас не один автовокзал, а целых 2. Вот расскажите подробнее об этих планах, с чем они связаны, ну и что появится у нас на месте старого автовокзала.
Ну, в целом обустройство транспортно-пересадочных узлов, то есть автовокзалов, да, у нас обусловлено разработанной, как я озвучил, новой маршрутной сети, да, в рамках научной работы. Мы предусмотрели 2 транспортно-пересадочных узлов, которые должны будут располагаться на севере и юге столицы. Это в районе аэропорта и предварительно в районе медцентра. Значит, да, что это нам даст? Во-первых, это, как ранее говорил глава города Евгений Николаевич Григорьев, это разгрузит центр города, да, от обилия маршрутов, да, городских, пригородных маршрутов и так далее. Да. Это позволит нам сократить нулевые пробеги для автобусов, пригородных, прежде всего автобусов, которые двигаются на северном и южном направлении. То есть это нам позволит сделать единый тариф по пригородным маршрутам. И в целом ускорит движение автобусов. То есть за счет того, что автовокзалы будут рядом находиться с обеспеченностью, ну, с обеспечиваемыми районами, которые должны будут обеспечить автобусы, значит, автобусы должны у нас двигаться более быстрее, интервал движения сократятся. Эти все расчеты предусмотрены у нас в экономической модели данной работы и так далее. Ну, то есть станет намного лучше, комфортнее, быстрее. При этом тут необходимо понимать, что вот очень много у нас поступало обращений в плане того, что мы хотим вести при реализации данного проекта пересадки, то есть, да, пересадки. И много вопросов поступало, то есть нужно ли людям будет оплачивать второй раз за проезд, да, допустим, если я двигаюсь с района Тулагина, да, то есть и мне нужно попасть в центр, да, сейчас я спокойно могу доехать до автовокзала, но это практически центр города. Да, это тоже мы предусмотрели, и сразу скажу, тут мы предусмотрели в рамках данной работы, что пересадки будут в течение часа бесплатными. То есть, То есть один раз оплатил проезд, Да. например, да, из пригородного маршрута, Да. и можешь пересесть на городской. человек доезжает до транспортно-пересадочного узла. Транспортно-пересадочный узел – это, то есть, место, где курсирует любой удобный автобус для жителя. То есть, да, это как у нас сейчас исторически сложившийся проспект Ленина. У нас сейчас там курсируют практически все автобусы, за исключением 2 маршрутов. И человек, приехав на проспект Ленина, может попасть в любую точку города. То же самое, такую же, в общем, судьбу будет решать, ну, в общем, вот эти транспортные пересадочные узлы. Да? То есть люди, приехав на транспортно-пересадочный узел, бесплатно смогут пересесть в течение часа на любой удобный им маршрут и добраться, куда им нужно. Ну вот наше время подходит к концу, да, у нас впереди новогодние праздники. Как у нас будут курсировать городские автобусные, ну, автобусы городские, да, в новогодние праздники? Сколько будет автобусов двигаться? Какие вообще маршруты будут работать? Все ли будут доступны маршруты или как-то ограничить их движение? Да, как и каждый год, у нас будут утверждены специальные новогодние праздничные графики, да, с соответствующими интервалами движения автобусов. Все автобусы, и пригородные, и городские маршруты будут двигаться по своим маршрутам. Единственное, что сократятся немножко единицы техники, которые будут выходить на линию, но они будут выходить бесперебойно. У нас там утвержден специальный график дежурств и так далее, да, дополнительных резервов, то есть для каких-то форс-мажорных обстоятельств. Ну, в целом, интервал движения в новогодние праздники, начиная с 1 января по 8 по маршрутам будет от 20 до 40-35 минут. Ну, то есть интервал будет Да. уже более широким. Ну, понятное дело, потому что движение Да. будет меньше. Автобусы будут двигаться, ну, также с раннего утра, с 7 утра будут, с 7-6 утра будут двигаться. Ну, то есть можно будет уехать, но Да. нужно будет немного Да. подождать, наверное, Нужно больше будет, времени. Да, Да? воспользоваться умным транспортом, приложение, посмотреть и сделать поездку. Ну что ж, Эдуард Юрьевич, ну посмотрим, к чему приведут такие реформы. Конечно, очень интересно. Автобусная схема у нас в Якутске достаточно устаревшая уже, она требует изменений. Время покажет, конечно же. Ну, большое спасибо, что вы нашли время, пришли к нам, ответили на наши вопросы. Поздравляем с наступающим Новым годом, ну и дальнейшей успешной работы на благо нашей столицы. Спасибо. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.